Таван Осхагал. Таван Осхагал. Вырывательне булды радио тлегені мірзем, дюре эфирда Чувашия наци радиовин хумезем жинче Таван Осхагал каларым и баян сиремпе. Тадах-та хамыр-халығын историне шаларах-та шаларах кірзе бұры-бұры. Ебер кыштах хамырына хронологи вғыт ергенжен паранза, кыштах каяларах тавраны бір болі. Иртненче ебер сирембе Чуваш ячымынрен пулса кайныне пықса духматырышны ченде. Баян вара ебер шак Чувашсем ыштан пулса кайны патшалық падепленрех палажы барадыл. Жи бұлғар патшалығы каламажук козықлы ябала Чуваш халығы және еберку патшалық берген нумай илтне, нумай білет пірбек, анжақта тепренелес пулсан мінле бұрынны выл патшалық, мендуза бұрынны выл патшалық, мендума пулдарны выл патшалықра, мінлері хулазем бұлны, тада үтті нумай еду, візен балақ берінжін бейде білдерішлі, жіндезен шапламай ба, ебір хамырға мне тада депленрех онланма бұлдарат бар. Ку үйдусіне ұжымлатмашқан берем, Николай Станиславович Мясников пулыжы, был перен Чуваш патшала гуманитариус лохизен институчень, ерце браган наука исчене, шаван бегех Чуваш патшалых педагогика университетен доценче, шаван бегех историю солохизен кандидажа. Каларма бам выросла ергелезе быры-быр шаван бада, тимле и тлемешк интересы нитпер. Николай Станиславович, мы с вами уже много раз встречались по поводу истории чувашского народа, но вот Волжская Болгария, само государство, что там было, какое это было государство, можно как-то в деталях, может про памятники, может быть про какие-то особенности, вот подробнее хотелось бы узнать. Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, спасибо за приглашение, Ильдияр. Волжская Болгария очень интересное государство, средневековое, первое государство в нашем крае, во всем Среднем Поволжье. Развивалось оно параллельно с Древней Русью. И, в принципе, о нем говорят даже в школьном курсе, и уж, конечно, в культуре родного края. Вообще, само чувашеведение, чувашская гуманитарная наука появилась и развивалась, сама концепция этногенеза чуваш как идея булгаро-чувашской языковой преемственности обрастала потом историческими фактами. В времена этнического такого подъема в первые годы советской власти, в 20-е годы, многие деятели культуры, науки считали это золотым веком в истории чувашского народа и его предков. Сейчас в основном трудами археологов накоплены значительные факты, касающиеся этого государства. Конечно, историки, нумизматы тоже работали над этим вопросом. В принципе, археологически интенсивно эпоха Волжской Болгарии начала изучаться с Алексея Петровича Смирнова в довоенное еще время, с 30-х годов. Затем подключилась Казанская историческая школа, начиная с Николая Федоровича Калинина, конечно, потом Альфред Хасанович Халиков. Со временем, к концу советской эпохи развития археологии появились региональные центры, которые изучают эпоху Волжской Болгарии, булгарские памятники, так называемые. Это, естественно, центр и в Чувашии, который этим вопросом интересовался Василий Филиппович Каховский, а началось все с 1956 года, с появления Чувашской археологической экспедиции. Первые шаги в изучении булгарских памятников на нашей территории делал Герман Алексеевич Федоров-Давыдов, Алексей Петрович Смирнов. Это знаменитые раскопки в Тигашево и в Тайбе. И мы сейчас продолжаем это дело. Есть центры и городища в Пензенской области, в Самарской области активно изучают памятники Волжской Болгарии, в Ульяновской в меньшей степени. Но, конечно, основные центры, и в силу того, что большая часть территории государства там расположена, на территории Татарстана расположена. И, кстати, не только в Казани, то есть в Елабуге, Набережных Челнах тоже изучают булгарские древности. Государство это возникает где-то в IX-X веках. Предшествовало ему появление здесь булгарских племен. Это растянулось, предполагается, с середины VII, но основные потоки булгар миграции происходили в VIII-IX веках, выделяют 3-4 потока миграции. И первый, так называемый ранний булгарский этап, он был таким языческим, догородским. К этому времени относятся очень яркие, крупные некрополи, в которых в основном языческие обряды, лишь на последних этапах мы видим переход к мусульманству. Такие памятники, как Танкеевка, Большие Тарханы,
расположенные в основном по берегам Волги. В дальнейшем, вот тут ученые спорят, где-то с X-XI века, скажем так, с рубежа вот этих веков, начинается урбанизация и выделяют следующий этап развития Волжской Булгарии – домонгольский. Такой самый расцвет государства, периода развитого Средневековья. В принципе, по определенным данным, можно даже его подразделить на два периода. Где-то вот 10-11 и 12-13. Там важные такие перемены в ремесле происходят, в культуре. И далее, в эпоху господства Золотой Орды, после татаро-монгольского нашествия, Волжская Булгария это нашествие коснулось в 1236 году, наступает последний этап существования уже не независимого государства, а некой булгарской области, или, как казанские исследователи любят выражаться, булгарского вилаята в составе Золотой Орды, некой административной единицы, которая, вероятно, важную роль играла и в самой Орде. Вот, то есть вот такие основные этапы выделяют. Далее, как правило, вот в энциклопедической литературе, вот сейчас как раз недавно вышел семитомник археологии Волга-Уралья, где в 5 томе значительная часть книги посвящена булгарской археологии, этим древностям. Речь идет о городах Волжской Булгарии, о сельских поселениях, конечно, погребальном обряде, о могильниках, некрополях, и о развитии ремесла, сельского хозяйства, в какой-то мере духовной культуре волжских булгар. Вот, в принципе, мы можем последовать этой структуре в нашей передаче. То есть, получается, чтобы это государство образовалось, предки нашего народа мигрировали в течение 2 веков. То есть они сюда приходили, кочевали, устанавливали какие-то связи с местными племенами, или теснили их, или привлекали к себе. И таким образом, получается, к IX веку сложилась такая ситуация, что можно было уже полноценно основать целое государство. Вот как раз этот первый этап, 9 и 10 век, как раз про него, наверное, хочется больше поговорить. Какие первые города появились? И вообще, что к этому привело? Какие предпосылки были? Вот еще раз, значит, в 8-9 все-таки веках эти группы сюда попадают. Мы знаем по источникам, что это были не только булгары, но другие какие-то племена, тюркские группы. Вот упоминают источники о суварах, темтюзях, осигелях, баранжарах. Возможно, некоторые из этих групп были и аланского происхождения. Здесь они встречают финское и угорское население. Спорен вопрос об участии каких-то прото-параславянских групп, всех, кто связаны с именьковской культурой, а может быть уже какие-то восточнославянские племенные союзы могли каким-то образом здесь оказаться. Недавно на Самарской Луке вот были обнаружены памятники, уже достоверно связываемые с этими группами, поздними такими славянскими, не эпохи Великого Переселения, а вот рубежа уже с раннего Средневековья. Из угорских групп важно отметить, что здесь какие-то предковые или родственные венграм, центральноевропейским группы были ближе к Башкирии. А также очень важен вклад в формирование Волжской Булгарии финно-пермских и волжско-финских средневековых народностей. По материалам языческих некрополей типа Танкевского могильника мы можем говорить о каком-то участии даже мирянских групп, что они были в составе формирующегося государства. Но вклад лесных угорских групп уральского происхождения и каких-то пермско-финских групп с Камы, в частности с Верхней, он тоже очевиден по археологическим материалам. И вот где-то к рубежу X-XI века можно говорить о появлении городов, городской культуры. Ряд археологов причем считают, что для этого понадобилась еще одна миграция. Вот на сегодняшний день там есть версии, что где-то с Кавказа, с Нижней Волги. Но надо иметь в виду, что на ранних этапах образования Волжской Булгарии существовал хазарский каганат, и Булгария была в таком зависимом положении, платила дань, мы знаем это по письмам Хакана Иосифа. И в самом хазарском каганате какие-то близкородственные, те же булгарские группы были, и было откуда притоку нового населения. А уж после
Святослава, после разгрома Хазарии, видимо, какая-то значительная группа уже мигрировала сюда. И некоторые считают, что только она приносит эту городскую культуру. Ну, в частности, по вот керамическим материалам, по гончарству видно, что новый виток приносит очень развитое гончарное дело. Сейчас есть диссертация о том, что это могло вот с Нижнего Поволжья, с Кавказа происходить. Далее могу рассказать о каких-то городах вот непосредственно. Вот, давайте про города первые, наверное, которые достоверны. Вот очень сложно сказать по вопросу, какие первые, какие вторые. То есть не настолько разработаны эти вопросы. И еще раз, вот где-то 10-й, вторая половина 10-го, начало 11-го, как будто происходит довольно массовая урбанизация. Много городов возникает. Вообще, они не сохранились, да, до наших дней. Есть отдельные упоминания в русских источниках, там, частично в арабских, о буквально там меньше этих городов, чем пальцев одной руки. Но зато много их археологических остатков, а именно городищ. В свое время вот татарский археолог Фахрудинов выделял до 190 их на территории Волжской Булгарии. И есть такое как бы устойчивое выражение, что Волжская Булгария была страной городов. Вообще, в целом археологических памятников до 2000. Это Волжская Булгария. Да, вот этого периода. Это больше, чем в ордынский период. И вот считайте, что из них 10-я часть – это города. Городища. Эти городища, их пытались разделять археологи, типы выделять, исходя из размеров и характера укреплений. И выделялись среди них феодальные замки, выделялись среди них какие-то отдельные военные фортпосты пограничные, их, впрочем, немного. А в основном это именно города как центры ремесла и торговли. То есть, можно считать, что где-то больше половины именно таких. А исходя из размеров, их там на где-то 6-7 типов разделяют. Самые крупные города, они несколько сот гектаров занимали. Наиболее крупным и развитым городом была домонгольская столица Волжской Булгарии Беляр, который расположен был в самом центре государства на территории Закамья. Он занимал площадь с пригородами до 800 гектар. А это больше, чем там Киев, Владимир, Новгород средневековые. То есть самые крупные русские города. И даже западноевропейские. То есть это сопоставимо со столицами, какими-то крупными известными городами Европы того времени? И даже крупнее. Впрочем, тут нельзя это все абсолютизировать. Тут дело еще в характере планировки, видимо, и преобладание усадебной планировки и расположение городов Волжской Булгарии на открытой местности предполагало довольно широкие площади. Они селились так вольно достаточно. То есть не многоэтажная застройка какая-то, да? Да, видимо, не такая плотная. А по населению есть какие-нибудь данные вот тех городов, может быть, вот, той же столицы? Да, недавно мы были на конференции в Казани по Беляру. В докладе прозвучала цифра ориентировочно 30 тысяч населения. Что для того времени, конечно, немало. То есть это как... чуть меньше Канаша, да, современного? Да, а если по площади, то как треть Чебоксар. Здорово, действительно, для X века, наверное, это действительно огромный город, если так подумать. Даже для 13-го, да, то есть сложно сказать, там, 10-й, 13-й, вот в этот период, для этого промежутка. Большой город, да. Наверное, если город достиг таких больших размеров, там должны были быть какие-то коммуникации, способы содержания именно городской гигиены какой-то определенной, что-то такое. Есть данные? Да, вообще русские источники называют этот город великим. Я сейчас вначале вкратце перечислю, какие еще были города из известных. То есть вот это самая густонаселенная область Закамье, так называемая, которая считается некоторыми житницей такой Волжской Булгарии, богатой черноземной почвы. Там действительно плотность населения самая большая на домонгольский период, и на раннеордынский, кстати, тоже. И не случайно Болгар, который тоже возникает в домонгольское время, но расцвет его приходится на ордынское, тоже располагался в этом центре, и вместе с третьим городом Суваром они образуют такой треугольник. Где-то расстояние между ними там 50-70 километров, и вот это самый центр этих земель. Есть крупные городища в Предволжье, это правобережье Волги, ближе к нам. То есть, в частности, там под 200 гектаров есть 3 городища: Староалейкинское, Красносюндюковское, Богдашкинское. Вот они претендуют все 3 на роль Ашеля, например, который считается центром племени Исигели.
Потом есть города в так называемом Предкамье. Это правобережье Камы. Ну вот, есть данные по домонгольским слоям, собственно, в городе Казань и возможно его существование в то есть однозначно, что город на месте Казани существовал. Другое дело, мы не знаем, назывался ли он Казанью в то время. Потом был город Кашан, Кермен. Вот. Также были города по левому берегу Камы, но это не считается Закамьем, то есть это так называемое восточное Закамье, это туда северо-восточнее, это Джукитау тот же самый, вот Елабуга, средневековая Алабуга. И за пределами вот территории современного Татарстана из крупных городищ, центров каких-то вот земель выделяют Муромский городок на Самарской Луке и Юловское городище в Пензенской области. Теперь к вопросу, значит, о том, как город выглядел. Ну, во-первых, для домонгольского времени характерно наличие укреплений, достаточно мощных. Причем разных типов укреплений. Сейчас этот вопрос интересный, спорный, дискуссионный. То есть, как выглядели сами стены и отличались ли они от русских стен. То есть, вот некоторые ученые, в частности, московские археологи, определенно считают, что принципиально по-другому могли выглядеть. И не было таких дерево-земляных укреплений, как на Руси, типа городней. Наши исследования в Большой Тайбе последних лет показывают, что такие тоже были. То есть, если посмотреть Беляр, то это двойная система укреплений. Внутренний город был отдельно укреплен, внешне. И выделение каких-то детинцев, что-то типа Кремлей, оно отмечается на многих памятниках крупных Волжской Болгарии. Потом... Из чего эти города были построены, учитывая, что здесь нет камня, например? Ну да, то есть у нас есть и письменные источники об этом, арабские, которые говорят о том, что они строились из дерева, а именно из дуба. То есть, в частности, стены из дуба, а постройки из сосны. Тут все-таки лесостепь, и лес был, и даже в Закаме палеопочеловеческие исследования позволяют говорить, что значительные массивы леса были пригодные для домостроительства, строительства фортификаций, а дуб — это очень прочное дерево. И внутри уже эти конструкции заполнялись в основном землей. Если какой-то камень находили, то туда же можно было. Но это дерево-земляные именно укрепления. Даже если мы считаем, что не все эти города были укреплены такими мощными стенами, то для булгар характерна многоярусная, многоуровневая система укреплений. Несколько колец валов, и даже если на них стоит чистокол просто, тын, не такая высокая стена, это все равно значительное укрепление. Плюс рельеф использовался местности, естественные овраги, реки. Вот та же Тайба, она с 3 сторон огорожена рекой, например. Николай Станиславович, огромное спасибо. Так, нам нужно сделать короткий перерыв, а после этого продолжим. Эллада Данилова, созрежиссер Дархашин. Таван Осхагал. Таван Осхагал. Каларым Аллахта Золотусы, мазильдирик парпирым Батраханара, история слухизень кандидача, чеваш подшала гуманитария слухизень институча Ньерце Бараган наукащение, чаван бегех, доцент Николай Станиславович Мясников. Эпир надалщи Балхар Батшала Янчи, ханьеверля культура берги калажат бренде. Каларым выросла Иргелин забирать. Николай Станиславович, мы начали говорить про города, вот как раз сейчас хотелось бы про элементы благоустройства, наверное, потому что сейчас этому уделяют очень много времени при наших-то возможностях, а ведь тогда совсем все было по-другому. Вот как это все тогда выстраивалось? Да, но первое, что хотелось бы сказать, что нам не так повезло с изучением средневекового булгарского города, как с русскими городами, потому что у нас есть Новгород для русской археологии с мокрым культурным слоем. А принципиально природоклиматическая ситуация в Волжской Болгарии на Руси такая же. И все в основном строилось из дерева. Ну, не прямо все, но практически на 90%. А дерево не сохраняется в археологических слоях городов Волжской Болгарии. Ну, подозреваю, что когда-нибудь что-нибудь будет найдено в случае каких-то благоприятных обстоятельств, условий сохранности. Но вот такого города, как Новгород, где по всему огромному средневековому мегаполису везде был бы мокрый культурный слой, и мы могли бы проследить деревянные конструкции, мостовые, заборы, усадебную застройку. Такого нет.
И это сразу нас умаляет как бы в источнике, вот сразу источник такой наполовину обрезанный сохраняется. Но, тем не менее, мы можем сказать, что если сравнивать с параллельно существующим средневековым русским государством, ряд важных отличий было в городе Волжской Булгарии, что дает основание причислять его к городу такого восточного облика. Это, в первую очередь, элементы монументальной застройки из кирпича. Из кирпича для домонгольских городов Волжской Булгарии два типа построек, возможно, три. Это мечети, собственно, в частности, в Беляре известны остатки соборной мечети с там несколькими рядами колонн. Это основная постройка, это бани. Уже в домонгольское время появляется кирпичное строительство бань, и вот из ближайших нам памятников раскопанный Каховским Хулаш или раскопанная постройка Федоровым Давыдовым в Большой Тайбе. Это кирпичные маленькие бани, типа хамамов. То есть булгары унаследовали античную традицию бань с подпольной системой отопления, когда система теплых полов и лежаков. И даже в нашем климате умудрились это вот сохранить и использовать. Это такие были своего рода общественные заведения, клубы, места для гигиенических процедур того времени. И, возможно, там в Беляре зафиксированы остатки караван-сарая. Вот. Потом из элементов благоустройства можно отметить следы, хотя они не масштабные, а связаны в основном с банями, канализации и водопровода. То есть выведение воды и подведение воды, в случае, если где-то рядом источники. Вот. Эти элементы, то есть керамические трубы, они зафиксированы. Что касается внутренней планировки города, она тоже любопытна. То есть выделяют некие административные центры, но до сих пор не изучено сколько-нибудь основательно каких-то резиденций правителей, администрации того времени. Ученые в основном лишь предполагают, что какие-то общественные такие здания, центры были, исходя из общей планировки. Например, в Беляре внутренний город и внешний город. Подразумевается, что вот эта администрация должна была сидеть внутри. Но каких-либо монументальных построек, связанных с этим, с резиденцией правителя, пока нет. Те дома, что раньше ученые предполагали, могли быть дворцами, вот в частности Суварский дворец, в основном ученые нового поколения считают тоже банями. Предполагалось раньше археологами, что эта система подпольного отопления могла быть и в богатых домах, но все же под напором фактов большинство убедилось, что это все бани. Вот. И этот вопрос подвисает в воздухе. Еще одно важное отличие от того же древнерусского города – это наличие в центральных районах ремесла, в том числе пожароопасного ремесла и, в частности, кузнечного дела. Вот и в Болгарах, и в Беляре остатки кузнечных, мастерских, металлургических горнов зафиксированы в центральной части городов. Это вот то, что отличает. Вместе с тем, мы знаем, что были ремесленные кварталы, в частности, гончарные, и на окраинах, ближе к воде, и вот в Тайбе, в частности, в Большой, такая же ситуация. Гончарный горн ближе к южному окраине города, ближе к стенам города, а кузнечные горны, кузницу мы нашли в центральной части города. И в некоторых случаях, особенно по геофизическим так называемым исследованиям, неразрушающим, когда георадаром или магнитометром сканируется пространство на большой площади, в частности в Беляре, будто бы прослежена уличная планировка городов. Это, конечно, ожидаемо. То, что в таких больших городах, где 30 тысяч человек проживают, все-таки должна быть более-менее регулярная какая-то планировка, тем более, что местность, ландшафт прямой позволяет это распланировать. А вообще показателем хорошо развитого государства, наверное, являются дороги. Что-нибудь известно про болгарские дороги? Практически ничего. То есть ученые пытались проследить сухопутные дороги, которые выходили бы за пределы государства, и в частности сухопутная дорога из Киева в Беляр. В свое время, в конце советского времени, эти исследования совместно украинско-российскими учеными проводились, и удалось наметить ряд пунктов, соответствующих одному дневному сухопутному переходу, такого каравана.
И, вроде бы это в красивую картинку сложилось. Но, конечно, на деле доказать и изучить археологически само дорожное полотно, говорить о том, что оно там было каким-то мощенным, не приходится. Но некоторые исследования известны мне, где вот для ордынского времени, для Болгара, внутри города мы видим дорожную колею, и в частности, от телеги, соответствующей примерно размеру вот оси тележной, такие следы. То есть по этим следам можно реконструировать, где дорога проходила. Но говорить о том, что она как-то специально оформлялась, не приходится. Мы предполагаем и в Большой Тайбе такую пандусную дорогу, въезд на городище. Специально в рельефе, такая вырезанная дорога, участок, аккуратно поднимающийся вверх к предполагаемым воротам. Тоже там говорить о каком-то мощении не предполагается. Еще раз, с чего начал, можно сказать, если бы мокрый культурный слой был, возможно, мы бы какие-то мостовые деревянные могли бы зафиксировать. Хорошо. Вроде как более-менее все понятно в городе. То есть приоритет — это кузнецы, да, люди, которые занимаются железом. Значит, получается, в городе было достаточно много людей, которые этим занимались, они, видимо, пользовались очень большим почетом. Да, очевидно. И, вероятно, специализация в кузнечном деле. То есть одно дело оружейники, там, те, кто делал всякую мелочь типа ременной гарнитуры, другое дело те, кто сельхозинструмент делал. Уровень развития, судя по изучению того, как ковали железные изделия, то есть металлографический анализ показывает сопоставимый уровень развития с Русью, а на Руси, в частности, в Новгороде, там несколько десятков специальностей кузнецов выделяется и металлургов. Но это, естественно, не единственный вид ремесла. Вот про гончарное дело сказал. Также в городах жили мастера-косторезы, ювелиры, в частности, по цветному металлу, кто работал, по драгоценным камням, кто работал, по тому же янтарю. Другие специальности менее, наверное, известные. Вплоть до того, что в Беляре изучена мастерская стеклодува и алхимика. А изготовление стекла — это одно из самых сложных видов ремесел на то время. Вот однозначно, что этим в Волжской Болгарии занимались. Посуду стеклянную, те же кубки, блюда небольшие, и даже окна, круглые стеклянные окна делали. Ого. Вообще очень здорово звучит, на самом деле, учитывая, что про край городов, кстати, я тоже это читал, но там говорилось, что про 150 городов, что ли, как будто бы путешественник из Венгрии, что ли, писал, Гордарика, что-то такое. Это больше про Русь, это про скандинавских путешественников говорят, но вполне можно аналогию провести с Волжской Болгарией. Хорошо, вообще чувашеязычное название городов, например, тот же Саркел, да, который, наверное, прослеживается, и он в какой-то степени связан с государством Волжской Болгарии, хотя и существовал гораздо южнее. Есть какие-нибудь параллели между археологическими данными тех городов и городов Волжской Болгарии? Мы можем их увидеть, или это все-таки две разные какие-то культуры городские идут, не связанные между собой? Это очень непростой вопрос. В Хазарском каганате кочевники вчерашние оседали на землю, вот этот процесс идентификации шел, и эти города свидетельствуют первой урбанизации восточноевропейской степи, и такие города, как Саркел, выглядели довольно забавно с нашей точки зрения, то есть это очень мощная система укреплений стен, построенная византийскими специалистами, это по размеру кирпича, по характеру кладки видно, а внутри мы видим в основном юртообразные, турлучные жилища вчерашних кочевников. Получаются такие, и ремесло, конечно, определенно, получаются такие суперукрепления, а внутри, довольно бедная материальная культура домостроительная. Хотя мы знаем, что в дальнейшем, в своем развитии, по археологическим данным, там были резиденции правителей, более-менее сложная внутренняя структура. Да, безусловно, определенные традиции в Волжской Болгарии, Хазарии можно видеть. И последнее время наш отдел, в частности, Александр Юрьевич Березин, изучает интересный вопрос о том, что возникновению ряда городов, мы это видим в Тигашеве и в Тайбе, предшествовало возведение некого сакрального объекта. На Тайбе наши раскопки
последних лет, мы с 2018 года там ведем исследования, позволили выявить, что до возникновения большого 40-гектарного почти города возникло небольшое круглое пространство, окруженное рвом, которое было не укреплено стеной, а которое было именно сакральным заграждением, поскольку вал располагался не по законам фортификации внутри, а снаружи. То есть это просто был выкид земли. Туда вели определенные входы, проходы, и если мы хотим раскопать центральную часть этого пространства, пока это не сделано, но подобное исследовано в Тигашево, там тоже был круглый кольцевой ров, а внутри располагался идол и какая-то деревянная квадратная ограда. Вырисовывается такая модель мироздания, круглая, внутри которой определенное квадратное культурное пространство и определенные культовые объекты. Вот в случае с Тайбой этот сакральный ров, так называемый, в котором, кстати, были следы жертвоприношений собак и хищной птицы, он был постепенно потом засыпан. И город уже расширился резко. Вот, возможно, подобные объекты существовали и в центральной части Волжской Булгарии. То есть есть предположение, что города возникали вокруг неких духовных центров? Как минимум, некоторые города пойти по этому пути. Но население городов, у нас буквально несколько минут осталось, население городов того времени это булгары или помимо Булгарии все местные финно-угорские и иранские племена? Логичный вопрос. Как я пытался в начале передачи сказать, что Волжская Булгария возникает как полиэтничное государство. Да, при какой-то первенствующей роли тюркских племен, безусловно, но подчинить местные племена не смогли. Определенные выгоды, естественно, для местного населения были. И здесь, естественно, город был тоже многонационален. Это вообще характерная черта для многих средневековых городов Европы, и в том числе Восточной Европы. И однозначно по антропологии, генетике, по культуре, в частности, по керамическому производству, мы видим, что здесь соседствовали какие-то группы кочевые, степные, пермские, финские, волжско-финские, угорские группы. Жили бок о бок. Ой, это очень здорово. Николай Станиславович, огромное спасибо. Тусем азельдерет перперен эфирда Таванас Хагал Галаром, эфирда тепритель булычин, вагаршель булинди умаре тебер Галаром, брат, тепленрых сюцеява барчебер. Таван Осхагал. Таван Осхагал.